Здравствуйте, мои дорогие! Ребята, меня хорошо видно и слышно? Угу, хорошо. Третий А на уроке? Третий Б, третий В. Все на уроке, да? Хорошо. Здравствуйте, мои дорогие! Ребята, надеюсь, что вы готовы к уроку. У вас на столе должен быть учебник, дневник и рабочая тетрадка. Пожалуйста, приготовьтесь. Хорошо, тогда начнем наш урок. Так, ребята, всем видно мою презентацию, да? У нас сегодня с вами 17 сентября, урок чтения. Занимаемся мы также по нашей книге для чтения. Наша тема. Ребята, пожалуйста, отключите микрофоны. Кыргызские народные песни Шырылдан об Майда. Повторю. Наша тема – кыргызские народные песни Шырылдан об Майда. Хорошо. Наши цели. Сегодня мы познакомимся с новым жанром устного народного творчества – трудовыми песнями. Будем обучаться выразительно читать и воспитывать интерес к народным традициям. Запишите, пожалуйста, ваше домашнее задание на следующий урок. Следующий урок у нас будет в следующую среду. Вам нужно будет выучить одну из песен наизусть, выполнить задание в рабочей тетради, страничка номер 7. Наши песни на страничках 22 страничка и 23. Запишите, пожалуйста. Ребят, только не торопитесь, записывайте аккуратно в дневничок, хорошо? Вы помните, что когда вы выучите песню наизусть, вам нужно будет снять на камеру и отправить своему классному руководителю. Повторяю домашнее задание. Выучить одну из песен наизусть, страница 22-23. Рабочая тетрадь, страничка 7. Не торопитесь, записывайте аккуратно. Все, хорошо, остальные ребята записали? Всем видно? Ева, тут ты выберешь уже сама, любую наизусть. Какая больше понравится? Хорошо. Ребята, что такое фольклор? Давайте мы с вами познакомимся, да? Фольклор от английского слова folklore – народная мудрость, устное народное творчество, то есть собрано из народных традиций, легенд и народных верований, выраженное в пословицах, сказках и песнях, передаваемых из поколения в поколение. Британский антиквар и писатель Уильям Джон Томс
впервые использовал этот термин в 1846 году. Синонимы слова фольклор – это устное народное творчество, произведение, творчество, наследие и фольклористика. Ребят, прочитайте, пожалуйста, самостоятельно, чтобы запомнить. Ребята, читайте внимательно, внимательно, не торопитесь, хорошо? Читайте вслух. Айбиби, прочитай еще раз, внимательней. Ева тоже, не торопитесь. Я еще не переключаю презентацию, читайте. Хорошо. Ребята, я вчера посмотрела урок, и презентация была, ее было видно четко. К сожалению, что-то было у вас с интернетом. Возможно, были проблемы какие-то, поэтому было нечетко. Мы сегодня знакомимся с кыргызскими народными песнями, да, ребят? Это тоже относится к фольклору, относится к устному народному творчеству. Ребят, пожалуйста, послушайте меня внимательно, потом вы прочитайте самостоятельно, хорошо? В чат пока не пишите. Кыргызская народная музыка, она богатейшая область национальной культуры народа. Выразитель его мировоззрения, быта, истории, этических и эстетических идеалов. Истоки ее уходят корнями в глубокую древность. Первые письменные сведения о музыкальном прошлом кыргызов имеются в ряде источников. В 630 году до нашей эры китайский паломник Сюаньцзянь, путешествуя по территории современном Кыргызстане, отмечал, что пир, устроенный в честь его приезда, начался при звуках музыки, которая очаровывала и услаждала слух, восхищала душу и сердце китайского путешественника. Кыргызская народная музыка родственна музыке многих тюркоязычных народов. Наиболее близка она казахской, хакасской и туркменской народной музыке. До революционное время у кыргызов было распространено главным образом сольное музицирование. Популярным было поочередное в форме состязания, выступления певцов и музыкантов. Фольклор существовал исключительно в устном виде, и люди музыку разучивали и перенимали друг друга на слух. Пожалуйста, прочитайте самостоятельно. Я думаю, это очень интересно. Прочитайте. Не торопитесь, читайте внимательней. Настюш, пожалуйста, не торопись. Хорошо, ребята. Тогда что вы запомнили
Что я читала, о чем, что было интересно? Вы же слушали меня? Хорошо. Что вы запомнили? Что вам больше всего понравилось? Что было вам интересно? Что вам было? Скажите, пожалуйста. Я жду ваши ответы. Ребят, если у кого размыто, скорее всего, это у вас проблемы с интернетом. Пожалуйста. Ну что вам больше всего понравилось? Что вам было интересно? Джамиле было интересно о китайском путешественнике. Хорошо. Хорошо. А еще что, ребят? Подскажите, пожалуйста. Ну почему вы молчите? Руслан, хорошо. Остальным, Маргарита, дочитывай. Китаец не придумывал музыку, да? Внимательнее будьте. Правильно, да? Действительно, что его очаровывала и услаждала слух кыргызская именно музыка, да, ребята? Хорошо. Хорошо. Хорошо, ребята, тогда дальше. Сегодня мы с вами знакомимся с кыргызской народной песней на уроке. Учебник на страничке 22. Открыли? Кыргызская народная песня Шырылдан. Ребята, мы познакомимся с вами сначала с историей данной песни, а потом уже начнем читать. Хорошо? К древнейшим, давно исчезнувшим пастушеским трудовым песням кыргызского устного народного творчества относится Шырылдан. Это песня табунщиков, охранявших лошадей, которые принадлежали родовой общине или одному из ее членов. Исследователи считают, что песни Шырылдан звучали в осеннее время, когда табунщики спускались с гор в аил и возле юрты хозяина бая запевали в его честь хвалебные песни. А тот, услышав пение джигитов, пастухов, распоряжался отблагодарить их. Здесь выявляется еще одна особенность жанра Шырылдан. Это как песня прошения или песня славления. С этой точки зрения он, как и обрядовый песенный жанр, напоминает старинные песни, бытующих у многих народов. Ребята, если вам размыто, тогда просто слушайте меня внимательно, хорошо? Первая нотная запись песни «Шырылдан» была сделана Затаевичем. В своем комментарии он отмечает, что это напев, с которым горские табунщики былых времен в заботе о хлебе насущном обходили по ночам юрты и аулы. Беляев верно отмечает как существенную черту жанра бодрость и четкость интонаций, выражающих отвагу наездников-пастухов, которым приходится трудиться в сложных горных условиях. Древнейшим, да, эта песня относится. Это песня табунщиков-пастухов, да, ребята, охранявших лошадей. Хорошо, открыли страничку 22.
Ребята, сначала читаю я, потом 2 раза читаете вы. Хорошо, договорились? Все, хорошо. Пожалуйста, внимательно слушайте. Шырылдан. Кыргызская народная песня. В поле всходы показались, мы запели Шырылдан. Будет просто, всем на зависть, мы запели Шырылдан. Этой песней сон мы гоним. С ней табуны пасем. Были б целы наши кони, отоспимся завтра днем. Как душевная беседа, это песня Шырылдан. Наши прадеды и деды тоже пели Шырылдан. Конь пасется Шырылдан, песня льется Шырылдан. Напеваем Шырылдан, разгоняем сна дурман. Ребята, у кого размыто, пожалуйста, слушайте меня, хорошо? Ребята, я прочитала, да? Теперь, пожалуйста, прочитайте самостоятельно 2 раза вслух. Пожалуйста, прочитайте самостоятельно. Хорошо. Конечно, можно выучить. Я вам дала 2 песни на выбор. Сейчас мы познакомимся с песней «Оп Майда». Настюш, не торопись, пожалуйста, читай внимательней. Хорошо, пожалуйста, тогда подождем остальных. Хорошо. Хорошо, молодцы. Прочитали, надеюсь, внимательно. Познакомимся мы с вами еще с одной кыргызской народной песней «Оп Майда». «Оп Майда» – это старинная песня, которую пели на полях при молотьбе хлеба. Так, ребят, пожалуйста, на трибуну не проситесь. Хорошо. Оп Майда является одним из древнейших вокальных жанров в Кыргызстане. Возник и распространился сначала в южных, а затем в северных районах. По данным современной исторической науки, уже в бронзовом веке земледелие было основным занятием жителей юга Кыргызстана, тогда как в северных районах широко развивалось скотоводство. Благодаря этому на юге имелись более благоприятные общественные условия для возникновения и распространения земледельческих песен. Ребята, сейчас вам четко видно презентацию? Хорошо, тогда, пожалуйста, прочитайте самостоятельно. Угу, хорошо, прочитайте. Хорошо. Пожалуйста, откройте страничку 23. Оп Майда, да? Кыргызская народная песня.
Также сначала читаю я, потом вы читаете 2 раза. Оп, майда. Кыргызская народная песня. Но, коняги, оп, майда, притомились, не беда. Не дремлите, оп, майда, молотите, оп, майда. Надо лучше молотить, бить копытами, если вы хотите быть зиму сытыми. Лучше, лучше, оп, майда, круче, круче, оп, майда, коняги, но вам солома, нам зерно. Для того, кто хочет есть, на такую работа есть. Оп, майда, не управимся, беда. Пусть от тяжести мешков ноют спины бедняков. Чем сейчас больней спине, тем зимой сытней родне. Если нам не потрудиться, то сама не посыплется пшеница в закрома. Оп, майда, конягин, но на такую снопов полно. Оп, майда, конягин, но вам солома, нам зерно. Ребят, пожалуйста, прочитайте 2 раза самостоятельно. Не торопитесь, читайте внимательно. Ева, прочитай еще раз, не торопись. Читай выразительно. Ждем остальных. Хорошо, подождем остальных, не все прочитали. Ждем. Кто прочитал, прочитайте еще раз, лишним не будет. Пожалуйста. Хорошо. Ребят, так вот, вам нужно будет выбрать одну из этих песен и выучить ее наизусть. Действительно, они, правда, обе очень красивые и жизненные, да? Раньше в старину их пели. У кого-то получится, может быть, в стихотворной форме, может быть, у кого-то получится именно спеть. Вы потом отправите своим классным руководителям. Ребят, спасибо вам за урок, вы правда молодцы. Надеюсь, вам урок наш понравился. Ребят, я хотела вас предупредить. Вчера на уроке чтения я вам говорила, что у нас с вами будет небольшой тест по пройденному материалу. Так вот, этот тест у нас с вами пройдет на следующей неделе на платформе Я-класс. Я вам заранее сообщу. Пожалуйста, просьба повторить абсолютно все, что мы с вами проходили. Да, тест у нас пройдет с вами на следующей неделе на платформе Я-класс. Хорошо? Повторите, пожалуйста, все. У вас есть целая неделя. Спасибо вам за урок. Надеюсь, вам все понравилось. Действительно, надеюсь, что было интересно. До свидания. До свидания.